В Чувашии стартовал досрочный период сдачи единого государственного экзамена. Сегодня ЕГЭ написали по географии и литературе. Но эти предметы выбрали лишь единицы. Вероника Павлова расскажет, кто сегодня в числе первых выдержал испытание. И шоколад разверните, пожалуйста. Показать содержимое упаковки просит на входе всех. Руководитель пункта проведения экзамена Светлана Платонова признается, что ситуации бывают разными. Металлодетектор реагирует на все, и иногда его сигнал ложный. Он может реагировать на ремень, он может реагировать на кнопочки на сапогах, на ботинках. Ну, если есть телефоны, конечно же, они выкладывают и оставляют. С собой не проносят в пункт проведения. За последнее время такого не было. Все уже выпускники, все уже учащиеся привычны. Андрей Петряев учится в техникуме транспортных и строительных технологий. Совсем недавно решил поменять специальность. Резко литература понравилась. Решил пойти на журналиста, и друзья тоже советовали. Я хочу поступить на литературоведа в КФУ на периодическую печать. В досрочном периоде участвуют учащиеся техникумов, колледжей, выпускники прошлых лет, а также нынешние, которые по уважительным причинам не смогут сдать экзамен летом. За 10 минут до начала педагогам вручают сейф-пакеты и диски с кимами. Здесь все как на основном этапе ЕГЭ. Вот такими листочками за подписью директора и руководителя пункта проведения ЕГЭ опечатаны практически все двери в учебном заведении. Естественно, за исключением тех аудиторий, где проводится ЕГЭ. На экзамен по литературе и географии записались 36 человек, но пришли 23. Сдать ЕГЭ заранее можно до 10 апреля. Всего в досрочном этапе примут участие больше 250 человек. Вероника Павлова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.